Таджикистан тоже в плюсе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кому выгодна трансафганская железная дорога. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Новое афганское правительство утвердило маршрут железной дороги, которая свяжет Узбекистан и Пакистан. По проекту дорога пройдет через город Мазари-Шариф, а также провинции Беглан и Бамиан. Кому выгодно приложить усилия для того, чтобы долгостроящийся проект заработал? Об этом рассказали эксперты. Многие специалисты в сфере транспортных перевозок называют трансафганскую железную дорогу Термез-Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар, которая свяжет Центральную и Южную Азию с тройкой века. Директор Центра исследовательских инициатив, политолог Бахтиер Эргашев отметил, что в сотрудничестве с Афганистаном узбекские дипломаты, исходя из того, что военного решения афганской проблемы не существует, а самое слабое место Афганистана – это отсутствие транспортной инфраструктуры. У Афганистана огромнейший транзитно-транспортный потенциал. Он проявляется в выгодном географическом положении между регионами Южной Азии и Центральной Азии и Средним Востоком, пояснил эксперт. Бахтиер Эргашев добавил, что проект важен для всех вовлеченных стран, в первую очередь для самого Афганистана и стран Центральной Азии. Проект железнодорожного торгового коридора свяжет Россию, Узбекистан, Пакистан, Афганистан, Индию, а со временем объединит Китай, Таджикистан и другие страны Центральной Азии. А как вы относитесь к такой перспективе? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Такого же мнения придерживается и директор Института экономики, транспорта и транспортной политики НИУ ВШ Михаил Блинкин. Любой стране, в частности Узбекистану, очень выгодно стать транзитером на больших мировых потоках. Если, к примеру, удастся отщепить какую-то часть этого грузопотока, хотя бы 1 миллион, то это очень большой доход для страны, рассказал специалист. Еще одна заинтересованная сторона – Россия, добавил политолог Бахтиер Эргашев. Перечисляя выгоды России, эксперт называет перспективы выхода на пакистанский рынок и возможность активно участвовать в процессах экономической модернизации Афганистана, так как мирный сосед крайне важен для России и стран Центральной Азии. Однако реализации проекта привычно мешает отсутствие финансирования. Как рассказал советник по экономике посольства России в Афганистане Ренат Барануков в интервью «Афганистан», реализация подобных инициатив требует наличия соответствующей инфраструктуры, которая пока существует только в виде проектов. А как вы думаете, сможет ли реализоваться этот проект и действительно ли это станет очень выгодным для Таджикистана? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!